Ассаляму алейкум ва рахматуллахи тааля ва баракатух, дорогие телезрители. Мы с вами продолжаем серию наших подкастов. И сегодня с нами очень почетный, дорогой наш гость, без которого невозможно представить себе религиозную жизнь Татарстана и вообще России. Ректор Российского исламского университета, ректор Казанского исламского института, профессор, доктор наук Рафик Хазрат Мухаммедшин. Рафик Хазрат, ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Алейкум салям. С нами также на подкасте Исмаил Наширбанов, тоже мой коллега, или я уж его коллега по подкастам. Вот, Рафик Хазрат, сегодня мы с вами будем вести такую беседу. Ну и первый такой вопрос хотелось бы вам задать. Наверное, весь этот год в основном в религиозной сфере Татарстана будет посвящен празднованию тысячелетия принятия ислама. И мероприятия пройдут как на республиканском, так и на федеральном уровнях. Ожидается проведение огромного количества мероприятий. Вот на ваш взгляд, Рафик Хазрат, почему эта дата играет такую важную роль в истории российского ислама? Ну да, на самом деле год, я думаю, будет насыщенный для мероприятий. Уже и федеральная программа, и республиканская, в общем-то, они утверждены. В течение года мы будем принимать участие, организовать огромнейшее количество мероприятий. Но, конечно, очень важно. Здесь я не думаю, что случайно вот президент Российской Федерации согласился, в общем-то, чтобы федеральный центр подключился к организации этого мероприятия. Но исламский фактор для России очень важен. То есть со стороны вот президента понимания этого фактора тоже очень важно. Но здесь это вдвойне важно, если иметь в виду, что все-таки Волжская Булгария – это, по сути дела, одно из первых государств на территории России, но тем более вот исламское, мусульманское государство, которое появилось раньше, чем вот Киевская Русь до принятия христианства. С этой точки зрения, в общем-то, мы подчеркиваем, что мусульмане на территории России жили уже в течение многих веков. Но это очень важно. То есть это очень важно не только вот фиксировать это исторический факт, дескать, мы давно живем. Это очень важно для выстраивания и национальной, и конфессиональной идентичности, формирования патриотизма у мусульманской молодежи, вообще у мусульман. То есть этот фактор очень важно. Мне кажется, вот со стороны федерального центра тоже есть понимание. То есть мы отмечаем этот год, и последствия, они имеют очень много таких позитивных моментов, я думаю. Рафик Иванович, а на ваш взгляд, несмотря на то, что программа мероприятий празднования этой знаменательной даты, тысячелетия принятия ислама в Волжской Булгарии, принята на государственном уровне и готовится огромное количество мероприятий, не кажется ли вам, может быть, немножко несправедливым, что мы умаляем тот факт, значение того факта, что ислам впервые на территорию Российской Федерации, современной Российской Федерации, пришел гораздо раньше, в Дербент. То есть это с территории современной Российской Федерации. В чем тогда значимость, еще раз, то есть только лишь в том, что ислам пришел в государство некое? Ну да, здесь проблема распространения ислама на территории современной России – это очень широкая проблема. Кавказ, Северный Кавказ, юг Дагестана. Но здесь то, что вот 1922 год, это для нас важно принятие ислама на уровне официальной государственной религии. То есть такого нигде не было и на самом деле. В Дербенте тоже этого не было. То есть, безусловно, это впервые в истории России, то есть целое государство ислам принимает как свою вот идеологию, свою вот государственную религию. Но распространение ислама, на самом деле, это процесс, он такой многофакторный. Здесь на территории современной России ислам проникает разными путями. Это Дербент, действительно, это еще вот аж 7 век. В 7 веке появление арабов на Дербенте. Но здесь арабо-хазарские войны. То есть хазарский фактор тоже нужно иметь в виду, поскольку они тоже играли свою роль, с одной стороны, сдерживающий фактор, чтобы арабы-мусульмане не поднимались на север, но с другой стороны, в хазарском каганате уже появляются первые вот объекты ислама.
Здесь вот некоторые исследователи, татарстанские, в частности, вот Мамерджан Давлетшин писал о Великой Болгарии. Это в низовьях Волги. В принципе, во времена нашего пророка Мухаммада алейхиссаляма, возможно, здесь уже появились первые, вот, может быть, и сахаба, первые миссионеры. Но здесь, когда мы говорим о Волжской Булгарии, все-таки эту дату ограничивать 922 годом тоже неправильно, поскольку есть вот фактор сахаба. Это в Дербенте тоже есть, в общем-то, могила 40 сахаба, вот имена многих сахаба известны, но у нас тоже вот приезд сахаба здесь тоже исторически, ну, факт здесь тоже надо быть честными. Шайбуддин Марджани по этому поводу в своей работе Мустафа Ахбар фи ахвали Казанова Булгар, но довольно жестко прошелся по источникам 18 века. Он критикует. Но Шайбуддин Марджани из-за чего критикует? Он всех критиковал, кто пользовался недостоверными источниками. Но это, в принципе, это развитие исторической науки, по сути дела, может быть, до середины 19 века, где фольклор, мифология, источники, они вместе шли, как источники, не отличали. Шайбуддин Марджани очень четко ставит границы между настоящими источниками, и он критикует, вот, кто писал о приезде 3 сахаб. Но при этом Шайбуддин Марджани, ссылаясь на источники, говорит о том, что рядом с нашим пророком Мухаммадом алейхиссалям был человек, который знал тюркский язык, говорил на тюрке. И наш пророк, ну, скорее всего, это был мединский период, продиктовал ему письмо, когда уже пророк обращался к народам, племенам, чтобы они присоединились к исламскому государству, когда пророк выполнял функцию уже политического деятеля. И он говорит, что это письмо было направлено, естественно, было рассчитано для тюркских народов, северных тюрков, Шемаль-Тюрки. То есть Шайбуддин Марджани, критикуя отсутствие источников по приезду сахаба, он признает, что наш пророк Мухаммад алейхиссалям знал, но, скорее всего, узнать нельзя было, Хазарский каганат и Волжская Булгария тогда были известные государства. Вот это говорит также о том, что интерес к северным землям, в том числе Хазарскому каганату, Волжской Булгарии, еще во времена пророка они уже были. Это тоже говорит о том, что ислам был ранний. Хотя Шайбуддин Марджани критикует, но он пишет, что ислам сюда проник очень рано. Он называет 7-8 века. Так что здесь нельзя говорить о том, что вот он начинается на юге Дагестана, вот Дербент, здесь позже. В общем-то, здесь процессы, они шли, скорее всего, вот параллельно. Это вот Дербент, это Хазарский каганат, это Волжская Булгария, ну и так далее. Рафик Хадрат, вот отходя от значимости празднования тысячелетия немножко в практическую такую область, в какую роль в праздновании тысячелетия принятия ислама примет Российский исламский университет? То есть насколько важная вообще образовательная часть мероприятия в рамках торжеств? Ну да, мы тоже вот подключились к этому процессу, свои мероприятия мы приурочили к 1100-летию. Ну, у нас есть традиционное мероприятие, которое мы проводим. Просто, может быть, формат будет более торжественный. Вот мы ежегодно проводим олимпиады, всероссийские олимпиады с участием практически всех крупнейших учебных заведений. Около 30 мусульманских учебных заведений принимают участие. В этом году мы запланировали также в рамках вот мероприятия издания антологии татарской богословской мысли. Вот эту серию мы начинали в 2005 году от Курсави, потом Утазимани мы издавали, и Камали Шайбуддин Марджани было издано. Ну вот эту серию надо продолжить, потому что инициатива вот уходит. Мы знаем, уже появились другие центры по изданию этих книг, хотя мы антологию богословской мысли должны продолжать. Кстати, мы туда заложили вот и Шайбуддина Марджани, собираемся в этом году издавать, вот Мустафа Ахбар, двухтомник, его в советское время только выборку издали на татарском языке, на русском языке еще полноценного перевода нет. Первый том мы запланировали. У Шайбуддина Марджани есть очень хорошая, классический труд, посвященный
там библиографический словарь «Вафиат ля-сляв», он в рукописи, к нему он подготовил мукаддима, предисловие. Вот это мукаддима мы будем готовить, и «Вафиат ля-сляв» мы еще долго уже делали выборку, у нее 6-7 тома посвящены биографиям вот татарских в основном деятелей, то есть мы это собираемся издавать. Так что и в издательском плане, по мероприятиям, у нас крупнейшие конференции будут, мы хотим, вот есть Евразийский союз Совет улемов, мы хотим на базе вот нашего университета собрать вот улемов. Болгарская академия совместно с нами, мы собирается, есть ФУИМ, Федерация университетов исламского мира, скорее всего будет заседание, чтобы они сюда приехали, посмотрели. Ну вот в рамках этой программы вот мы готовим книгу «История ислама в России». То есть это будет довольно такая фундаментальная книга с древнейших по современность, с участием 30 авторов. То есть все разделы писали эти авторы, которые занимаются. То есть, в принципе, вот мы собираемся довольно активно принимать участие в этих мероприятиях. Да, Ариф Хазрат, спасибо. Вот вы в процессе ваших таких ответов много говорите об истории татар, об истории татарском богословском наследии. Вот как вы на сегодняшний день оцениваете вообще вот нашу молодежь сегодня в Татарстане, вообще в России? Насколько ей знакома, близка эта тема распространения ислама в России, там, для татар татарское богословское наследие? Вот, по-вашему, как здесь обстоят дела? Ну, обстоят дела, может быть, не совсем печально, но, по крайней мере, в 90-е годы мы начинали с общих таких представлений. Альхамдулиллах, я мусульманин, дескать, вот я читаю Коран. Ну, то есть, в принципе, правильно для начала. Но здесь вот такой этнический фактор, языковой фактор, здесь он был отодвинут. Поэтому, естественно, никто тогда не интересовался и богословскими наследиями, может, масхабические традиции. Традиции вероучения 90-е годы никого не интересовали. То есть книги сейчас, всех их запретили, уже этих книг уже не осталось. То есть это было, может быть, почти радикальные книги. Даже это не ханбалитские, не ваххабитские, там хуже что-то было. Но их издавали. То есть все радовались, дескать, об исламе появились книги. То есть очень много вот было издано. И на татарском даже языке Маудуди, вот основы ислама, ну и так далее. Очень много довольно радикальных авторов. Но для нас это было явление, об исламе что-то можно читать. Но постепенно все-таки вот вспомнили и масхабические традиции, ханафитский масхаб, но позже заговорили и о основах вероучения, вот школа Мансура аль-Матуриди. То есть постепенно мы все-таки вот входили в единое такое богословское пространство. Ну и вот можно сказать, что вот последние 10 лет уже интерес к наследию тоже значительно возрастает. Это я вижу вот на примере вот выпускников, которые приезжали, в Аль-Азгар, там, в других странах. Но, естественно, никто и не знал о богословском наследии, за исключением, может быть, Шахабуддина Марджани. Шахабуддина Марджани, они узнали, студенты, поскольку их устазы читали, особенно вот кто преподавал там фикх, усулюль фикх, то есть у многих это была настольная книга, даже в Аль-Азгаре. Шахабуддин Марджани очень известный был, является в исламском мире. Поэтому, естественно, вот приезжая, вот они тоже не знали. Но, с другой стороны, я тоже от них требовал, поскольку преподавать многие предметы, тот же вот и фикх, даже вот тафсир, а как преподавать можно тафсир, не зная вот классические татарские тафсиры. То есть в деревнях бабаями пользуются, тафсир вот Нугмани, тафсир Хамиди и другие тафсиры. Но кто даже окончил факультет короноведения, тафсира, в общем, они не знали, естественно. И поэтому, приезжая сюда, они должны были. Но сейчас процесс уже в этом плане идет к тому, что молодое поколение, по крайней мере, из преподавателей, они начали обращать внимание. Сыграл свою роль, возможно, открытие Болгарской академии. Вот первые доктора исламских наук появились, например, наши выпускники. Вот
Рашид Сибгатуллин, он защитил докторскую диссертацию по работам Курсави, Рустам Абдунгалиев по Марджани, Абдрашид Хазрат, который возглавляет Центр заучения Корана, он тоже по Хамиди, по Тафсиру писал. То есть, в общем-то, уже идет процесс, устазы, преподаватели, они начинают изучать наше богословское наследие. Но это, естественно, очень важно, потом через них это передается уже в учебном процессе. Но этот процесс уже идет, но, конечно, нельзя сказать, может быть, это на очень высоком уровне. Вот опять тот же Шахабуддин Марджани, около 30 его богословских трудов, изданных на русском языке сегодня, издана одна книга «Аль-Хикма аль-Балига» только. Назират аль-Хак в свое время Валиуллах Хазрат издавал, но, к сожалению, мало кто знает. Но, может быть, Шахабуддин Марджани, он доступен только для высоких богословов, может быть, даже это не бакалавриат, это не медресе, это может быть магистратура докторская. То есть это очень высокий уровень богословских суждений. Поэтому иногда говорят, почему труды Шахабуддина Марджани не переводите. Но Аль-Хикма аль-Балига перевели, Саид Хазрат Шагавеев, но я не думаю, что его взахлеб все читают, потому что это очень сложно его понять. Это тоже вопрос. То есть мы 30 книг Шахабуддина Марджани сегодня перевести на русский язык, настолько это необходимо. Вопрос в том, что он должен быть доступен к тем, кто знает арабский язык, и его надо читать в оригинале на самом деле. Сегодня пропагандировать Шахабуддин Марджани, конечно, надо, но это может быть на уровне. У него хорошая книга, я уже говорил, Мустафа аль-Ахбар в 2 томах, то есть это история ислам, история татар, это очень, я думаю, будет интересно. Другие книги, в общем-то, может быть, более популярные вещи, о биографии. Тоже недавно, когда я готовился для Булгарской академии, для докторов, читал лекции, но я интересовался больше методологией. То есть где методология? Потому что когда мы говорим классическое исламское образование, но сегодня классическое исламское образование, это очень важно, все опирается в отсутствие методологии. Например, современные мусульманских стран. Где методология? Мы очень сильно уступаем и нашему советско-российскому исламоведению, западноевропейскому востоковедению, исламоведению. Но очень много методологических таких моментов, без которых сегодня современную науку делать невозможно. Я начал смотреть, у Шахабуддин Марджани какой методологии использовался. Вообще Шахабуддин Марджани кто? Некоторые говорят, Шахабуддин Марджани философ. Но он, видимо, сразу переворачивается у себя в могиле, услышав, что он философ. Он очень жестко критиковал философов, даже он калам он богословие критиковал. Но в данном случае под каламом, что значит калам? Матуриди, он был сторонником Матуриди, Ашари, правда, он очень сильно критикует. То есть он считал, что он представитель ханафитского мазхаба и матуридийского вероучения. Он придерживался жестко. Но у него критика калама есть. Но, скорее всего, под каламом подразумевается здесь мутазилиты. То есть Шахабуддин Марджани критиковал калам. То есть никто даже акцент не делает, что он критиковал. Но для чего Шахабуддин Марджани сегодня является одной из ключевой фигур, я уж пытался это понять, поскольку в нашем российской науке этим вопросами не занимаются. Есть очень интересные исследователи, финский Спаннаус, он писал диссертацию свою, PhD-диссертацию по Курсави. Есть американский, Джуадри называется, он писал интересную статью Шахабуддин Марджани. Они показывают, что Шахабуддин Марджани как разработал свою методологию. То есть это методология, которая вообще не устарела. То есть Шахабуддин Марджани, он разрабатывает свою методологию богословскую, он не выходит за пределы мазхабических традиций вероучения. При этом он очень хорошо показывает, есть ичтихад, есть тахлид.
То есть он их рассматривает как единое целое. Это единое целое. И сегодня даже вот есть очень известный пакистанский богослов Таки Усмани. Он очень известный, он, может быть, по исламской экономике, он до сих пор придерживается методологии Шихабуддин Маржани. И они говорят, почему вот Шихабуддин Маржани сегодня актуален. Они говорят о том, что Шихабуддин Маржани, он как противовес вот это бездумному реформаторству. Почему? Потому что Шихабуддин Маржани, не выходя за пределы вот традиционных ценностей, вот масхабические, ханафитские масхаб, матуриди, он показывает, где есть инструмент развития. Он показывает, здесь это не застывшая система. Пожалуйста, она заложена. Есть ичтихад, есть тахлид. Он говорит, одни могут быть мучтахидами, и они могут следовать тахлиду. Одни и те же люди. Но, к сожалению, в начале 20 века мы видим, что и наши вот они опустились ниже вот Шихабуддина Маржани, я считаю. Но они начинают вот таклид, критиковать таклид, и, ну, и ичтихад. И, ну, не поднимают ичтихад, они опускают ичтихад до уровня личностного вот комментирования. Ну, хотя в ичтихаде же понятно, что заложено, кто может заниматься ичтихадом. Не каждый человек может этим заниматься. С этой точки зрения Шихабуддин Маржани, конечно, это величайшая фигура, которая его учения до сих пор не потеряли свои. Если вот наши вот, молодые богословы это и поймут, мне кажется, готовая методология она уже есть. Можно противостоять многим современным вот, неомодернистским и другим течениям. Рафик Мухаммедович, коль уж вы заговорили про матуридию, про историю матуридийского вероучения в Татарстане, про традицию, я вспоминаю бытность свою студентом. Это 2005-2006 года, первый курс, по-моему, факультета исламских наук. Тогда атмосфера образовательная, да, ну вы помните прекрасно, это первые годы вашего ректорства, атмосфера, она была, ну, не радикальная, неправильное слово, наверное, не фундаментальная уж тем более, она была, ну, странной. И я помню тот день, когда матуридия для нас, для студентов, стала политикой партии, грубо говоря. Это потом мы осознали, в конце концов, что такое матуридия. До этого мы не знали ничего о ней, но нас, то есть мы умели ее ругать. Да? То есть матуриди, и фаль-матурид, делай, что хочешь, и все будет тебе прощено. В общем, вот такие какие-то очень странные у нас взгляды были. А вы помните тот самый момент, когда матуридия стала, вернее, когда мы осознали, вы, наверное, как преподаватели, осознали, что пора возвращаться к истокам традиции? Ну да, вот это эволюция на самом деле. Здесь что-либо нельзя сказать, что вот это плохо, хорошо. Это есть данность, это реальность. Вот я могу судить, может быть, ну, я то же самое, ну, вот эволюцию взглядов Валиулла Хазрат Якупова. То есть Валиулла Хазрат Якупов все знают, наш очень известный религиозный деятель. Можно сказать, в каких-то вопросах мой учитель, в каких-то вопросах он мой ученик, он у меня писал кандидатскую диссертацию, я был научным руководителем. Вот Валиулла Хазрат начинал, но, по сути дела, он издавал. Очень много книг, в общем-то, это было вот совершенно не матуридийского толка. А потом нашла вот эта эволюция, потом, естественно, Валиулла Хазрат последние годы, в общем-то, он стал ярым сторонником вот ханафитской матуридийской традиции. Практически впервые Валиулла Хазрат вот издал матуриди, действительно никто не знал в переводе с турецкого языка, кто такой матуриди, какие его взгляды и так далее. Ну да, вот когда я пришел в университет, в общем-то, например, первый год моего ректорства, может, второй, мы пытались Маулуд Байрам. То есть это для студентов было как-то шок. То есть, в общем-то, ну, поскольку мероприятия вузовские, все пришли, наверное, но по лицам можно было видеть, что это вот какое-то внутреннее неприятие этих процессов. Ну вот, ну я думаю, это вот был естественный процесс. Здесь это проходили, поэтому, ну, скорее всего, это, ну, надо было, наверное, пройти. Скорее всего, начинать исламское возрождение с масхабических и вероучительных традиций, матуриди. Может быть, и начинать тоже было сложно. Он как шел, вот, может быть, это вот здесь есть какая-то внутренняя закономерность исламского возрождения. От общего уже к традициям.
Да, Рафик Хазрат, вот хотелось бы, чтобы вы немножко еще больше рассказали. Вот сегодня Российский исламский университет, без преувеличений находится, то есть является таким основным деятелем по возрождению татарского богословского наследия. А вот вы также упоминали о том, насколько известны татарские богословы дореволюционные вообще во всем мусульманском мире. Вот насколько вы оцениваете их известность и с чем она связана? Ну да, здесь вот если рассмотреть историю ислама, вот у татар в первую очередь, может быть, да, скорее всего, больше у татар. То есть мы видим, что вот эта специфика функционирования ислама вдали от центров исламской цивилизации. То есть вот и 1922 год, когда Ибн Фадлан приехал, в общем-то, но здесь в Волжской Булгарии ожидали, видимо, другое, что деньги привезут, там чуть ли армия, строители. Но, естественно, для Аль-Муктадира, как халифа, халифата, в общем-то, необходимо было посмотреть, что там происходит. Здесь больших финансовых вложений не было, но потом, естественно, государство вкладывает куда-то далеко на север какие-то финансовые вложения, но это тоже ведь с точки зрения государственной политики было бы, может быть, не совсем понятно, хотя поддержка она могла быть. Но здесь, вот когда мы говорим ислам, нужно обратить внимание, что мусульмане, которые жили на территории России, они прекрасно понимали, что они могут рассчитывать только на внутренние свои возможности, потенциальные возможности. То есть Волжская Булгария, потом Золотая Орда, потом вот татарские ханства. В общем-то, они, что могли, реализовали. То есть это был целый период веками, это исламское государство на территории России. Это действительно это очень значимый фактор, начиная с 1922 года, по сути дела, до середины XVI века, вот получается, сколько веков здесь, 6-7 веков, в принципе, на территории современной России всегда функционировали мусульманские государства. Это Золотая Орда, Казанское ханство, Сибирское, Астраханское и так далее. То есть это мусульмане, в первую очередь татары, это реализовали. То есть они реализовали это, по сути дела, исходя из своих внутренних ресурсов, финансовых, богословских, интеллектуальных и так далее. И после XVI века, во второй половине XVI века, стало еще сложнее, поскольку татары, в первую очередь, Центральной России, они оказались в составе русского государства, еще не империи, но необходимо было выжить. Выжить надо было найти новые инструменты. Это невозможно было на уровне какого-то сопротивления. То есть бесполезно было сопротивляться, находясь в центре. И поэтому, естественно, они начали искать в исламе его интеллектуальное и богословское возможности. И поэтому 2 века прошло, 16-18 век, это период выживания, а потом уже после создания Оренбургского Магометанского собрания, после открытия медресе, то есть, в общем-то, можно было какие-то ресурсы использовать. То есть татары это очень эффективно использовали. Но с этой точки зрения, когда мы говорим татарский ислам, в кавычках, функционирует ислам у татар, в первую очередь очень наглядно показывает, может быть, это один из немногих мусульманских народов, которые в исламе искали его внутренний ресурс, интеллектуальные возможности для того, чтобы выжить. Это не на уровне выйти на улицу, воевать с кем угодно, а используя ислам. Поэтому, естественно, богословская мысль, она была очень развита у татар. Мы видим, начиная с конца XVIII века, один из первых таких крупнейших богословов, который на слуху, это Абдул-Наср Курсави, который писал свои богословские трактаты знаменитые. Он известен еще тем, что он заговорил об ичтихаде, где, может быть, заказание он бы заговорил, его никто бы не трогал, он это сделал в Бухаре. Бухара – это, можно сказать, это центр такого жесткого консерватизма, традиционализма. Видимо, врата ичтихада там уже давно закрыли. Но Курсави заговорил, то есть об этом.
Ну вот тоже опять вот то, что уровень наших научных исследований может быть на таком уровне. Вот курсовик как реформатор, там, курсовик как философ. Очень много об этом рассуждает. Но вот если смотреть Курсави, Курсави он придерживался традиционных вот ханафитских ценностей и матуридийские акиды. Может быть, он был менее ярко, чем Шихабуддин Маржани. Шихабуддин Маржани это подчеркивает. Он не просто подчеркивает, он, в общем-то, ашаритов очень жестко критиковал с точки зрения матуридийских акиды. Но просто вот Курсави заговорил о ичтихаде. То есть врата ичтихада, они никогда не закрыты, он об это напомнил. Вот, ну, видимо, для Бухары это была совершенно вот неприемлемая такая позиция, его решили вообще повесить. То есть к смертной казни его приговорили, но он вернулся, правда, вот, ну, выжил, ну, правда, немного он жил, но, к сожалению, вот, трудов у него немного, но тем не менее это был первый вот такой, может быть, богословский. Потом вот Шихабуддин Маржани. Потом вернулся вот у Тазимяни, тоже очень интересная, противоречивая фигура. То есть у него есть очень много жестких высказываний, которые, может быть, даже смыкаются к салафизму. То есть, с другой стороны, он очень четко придерживается суфийских традиций. Он писал об этом трактаты. Тоже вот интересно очень. Это или вот у Тазимяни это попытка, вот он пишет очень много бидгатов у татар распространения недозволенных новшеств. Он нашел их чуть ли не 20, целую поэму он написал. Или вот жесткость, салафистская жесткость связана с борьбой с этими бидгатами. Он суфизм признает, но он понимал, что это был многовековые традиции и так далее. То есть вот богословие сейчас очень много пластов, которые осмысливать надо, на многие вещи, может быть, по-новому надо смотреть. Так что богословское наследие очень известно в начале 20 века, но один из крупнейших богословов, безусловно, вот это Муса Бигиев. Может быть, во всем исламском мире очень хорошо знают Шихабуддин Маржани и Муса Бигиев. Две крупнейшие фигуры. Но Шихабуддин Маржани, я уже говорил, вот его книги, вот по фику, по усуль-фику, вот его методология очень интересна. Но вот Муса Бигиев, тоже он выехал, ну, это очень противоречивая фигура, реформатор, то есть его знаменитая вот работа, за что в Турции, в общем-то, ему, по сути дела, объявили такфир, то его книги сжигали, в первую очередь в Турции, в России были более лояльны, в общем-то, в России дело до этого не дошло, но в Турции, поскольку это халифат все-таки, и поэтому, естественно, очень остро реагировали на эти книги. Но абсолютная Божья милость, то есть это уж, по сути дела, ну, это не классический ислам, конечно, это, ну, сектантство. То есть это сектантство. Но поговаривают, что Бигиев об этом больше он особо не говорил. Но потом тоже вопрос, это уже другой супер, пока я вспомнил, могу сказать, что вот реформатор, конечно, вот у меня тоже спрашивают, вот блогеры пишут, Батров об этом пишет, дескать, вот жаль, сегодня вот духовное управление, ну, он традиционалистское, академистское, вот, в общем-то, джадидизм и так далее. Но вот недавно в каком-то круглом столе тоже мы встречались, я об этом говорил, я говорю, мы, причисляя себя уже к муллам, то есть я почти мулла уже, по сути дела, я говорю, но религиозные деятели, они должны быть традиционалистами. Но это очень важно. То есть должны быть традиционалистами. Это очень важно с точки зрения сохранения традиционных вот своих ценностей, ханафитской, матуридийской акиды. Если этим духовенство не будет заниматься, кто этим будет заниматься? Я говорю, до революции вопрос ведь в другом. То есть, когда мы говорим о реформаторстве, джадидизм, это в первую очередь мусульманская интеллигенция. Это интеллигенция. И непосредственно не духовенство. Тот же вот Муса Бигиев. Муса Бигиев, он начал преподавать в Хусейния. Как он заговорил об абсолютной Божьей милости, в общем-то, видимо, даже Хусейния, джадидские медресе, его не могли терпеть, потому что, ну, это вот сектантство. Он уехал, он жил, может быть, в Петербурге. Я тоже считаю, может быть, это не случайно, поскольку Петербург — это город, где мусульман практически не было.
Ну, там был Атаулла Баязитов, там два махалля всего лишь было мусульман очень. Но он вел вот такую интеллектуальную жизнь, писал свои труды. Вот тоже возникает вопрос, это да, интеллектуальные поиски, насколько они были доступны для рядовых мусульман? Как рядовые мусульмане этими реформаторскими идеями они пользовались? Это же тоже вопрос интересный. Когда мы говорим о джадидской мадресе, 90% мадресе были академистки. Это традиционно. 10% были джадидскими мадресе. Вот с этой точки зрения, конечно, я богослова говорил, Муса Бигиев, но у него знаменитый трактат «Это критика шиизма», который является классическим. То есть практически весь мусульманский мир Муса Бигиева в первую очередь знает по этому труду. На него написано огромнейшее количество опровержений верования, то есть много написано в исламском мире. Но, возможно, его очень высоко ценили, когда он в 30-м году вынужден был выехать. Поэтому богословское наследие, изъяк Камали, философия ислама, у Буби, у Реза Фахруддинов, очень интересная противоречивая фигура. Почему-то очень лупиную рта там защищает Ибн Таймия, говорит, мало кто читал его труды, его они не тут ценили, надо читать и так далее. Но он очень высоко ставит Ибн Таймия. Может быть, его реформаторский поиск, когда сюда приехали Афгани, в общем-то, он поехал в Петербург, встречался с ним, влияние было. Тоже интересно, мировоззренчески. Как формировался? Тоже, когда мы говорим о Резауддин Фахруддинов, он никуда не выезжал на самом деле. Он учился у себя в деревне в Альметьевском регионе, в Альметьевском, современном Альметьевском районе медресе. Потом он начал работать. То есть он много читал. То есть он должен быть таким жестким традиционалистом. Мы видим, что здесь у него такие реформаторские поползновения. Это откуда или отсутствие классических глубоких исламских знаний, поэтому он пошел на поводу, или что? К сожалению, Резауддин Фахруддинов сегодня тоже, его на мировоззренческой установке, по сути дела, не изучено. У нас даже нет, по сути дела, ни одной диссертации, которая посвящена Резауддину Фахруддину, хотя мы говорим Фахруддинов, мы его очень ставим как богослов. Конечно, это вопрос тоже спорный. То есть Резауддин Фахруддинов — это крупнейший религиозный деятель, который был кадым, который стал муфтием. Но в первую очередь он известен как пропагандист, он был просветитель. Он издал журнал «Шура», то есть это энциклопедия, где он все дает. Там даже можно историю русской литературы от и до статьи были. Он реформатор дает, он традиционно. То есть он в первую очередь выполнял функции просветителя. В первую очередь. Естественно, сравнивать Шахабуддина Маржани, Муса Бигиева и Резауддина Фахруддинова на уровне их богословских исследований, естественно, это не в пользу Резауддина Фахруддинова, это немного другие сферы. Но он в своей сфере был величайшим мыслителем, пропагандистом. Рафик Хазрат, тут, извиняюсь, Исмаил, на ваш взгляд, Рафик Хазрат, сегодня наши телезрители, наши слушатели будут слушать наше с вами интервью, такой подкаст, беседу. И вы очень много говорили о татарском богословском наследии. А для сегодняшнего современного татарского общества, мусульманского общества, какую роль должно сыграть это наследие, богатое, безусловно, татарских богословов? И то есть насколько вы оцениваете потенциал этого богословия для татарского современного общества? А я даже дополню. Ты ни в коем случае не перебил мою мысль. Я бы дополнил какой идеей. Противопоставление джадидистов и академистов, в интеллектуальной сфере, в исторической сфере, это такой дискурс, который для современных мусульман все равно кажется академистским. В смысле старым. То есть академисты — это те, что за старое, джадидисты — это те, что за новое. А сейчас все это кажется старым. Настолько старым, что, по сути, кажется даже неактуальным. Неужели у мусульман других проблем нет, кроме как думать, кто был прав, джадиды или академисты?
Вот отвечая на вопрос Исмаила, наверное, и добавляя вот мою ремарку, что вы можете на это противопоставить? Насколько татарское богословие и в плане дискурса академического джадидистского, оно важно для современного ислама? Но исламское богословие, вот я уже говорил об этом, то есть он интересен тем, что это, вот, можно сказать, какой-то вот ответ на те вызовы, которые были актуальны для своего времени. Вот ведь Курсави, я уже говорил об ичтихаде, он заговорил не случайно. Это конец XVIII века, это начало уже совершенно новых буржуазных, там, капиталистических отношений. И поэтому, естественно, Курсави, будучи крупнейшим богословом, он понимал, что, живя вот в Российской империи, внутри поликонфессиональном сообществе, и сидеть уже, как рассуждать в Бухаре, Бухаре это было закрыто, вот оно традиционно моноконфессиональное сообщество, где можно что угодно говорить, что угодно. То есть это было, ну, может быть, такой традиционной ценности. Но в России уже другие времена наступили. И поэтому, естественно, здесь надо было, ну, по-новому. Естественно, вот здесь он вспомнил о важнейшем инструменте ичтихаде, который в исламе всегда был классическом. Он заговорил, что необходимо больше говорить об ичтихаде. Но то же самое вот Шиабуддин Маржани. То есть Шиабуддин Маржани, он помимо вот ичтихада понимал, что ичтихад это хорошо, но он может, с другой стороны, если его абсолютизировать, он выступит инструментом разрушения традиционных ценностей. Поэтому ичтихад и тахлид для него было это единое целое. Но в начале вот 20 века, вот я же говорил уже, ичтихад абсолютизировали, тахлид критиковали. Это тоже, в общем-то, было вот как бы, ну, против традиционных ценностей. Вот, может быть, значимость, ценность вот татарского богословского наследия, в общем-то, она развивалась в русле тех проблем, которые волновали мусульманское сообщество. Вот, например, очень долго спорили здесь о намазе, там, о 4 или 5 намазах, особенно в летнее время. То есть, по сути дела, начиная с Волжской Булгарии, это обсуждали, есть сведения, что уже писали трактаты вот, в Волжской Булгарии, богословы, о том, что в летнее время наступает ли время 5-го намаза, или можно сокращать, уже 4 раза только читать. Ну и Курсави об этом писал, Утузимани писал, только вот Шиабуддин Маржани в 19 веке поставил, можно сказать, точку, богословскую точку на проблему вот пятикратного намаза. То есть это ведь тоже проблема, которая волновала мусульман. Что делать летом? То есть в данном случае можно сказать, что это не какое-то абстрактное богословское наследие, это богословское вот рассуждение на злобу дня. С этой точки зрения, безусловно, можно сказать, что вот что богословское наследие, например, у Тазимяни есть очень интересный трактат о выделке шкуры. Это было связано с тем, что мы живем в Российской империи, здесь шкуры разные, шкур свиньи и так далее, выделка, его очищать и так далее, халяльными и так далее. То есть очень много трактатов, вещей, которые, в общем-то, они раскрывали насущные проблемы для мусульман. Вот поэтому, естественно, это актуально. То есть мы должны тоже вот смотреть их с точки зрения, но смотрите, вот богословы, в общем-то, это люди не оторваны от реальной жизни, они рассуждали в рамках тех проблем, которые волновали мусульманское сообщество. Вот вопрос, связанный с джадидизмом, это тоже вот насущная проблема. То есть мусульмане живут в центре Российской империи, в русских городах, открыли огромнейшее количество медресе, классические медресе бухарского типа, получают глубокие исламские знания, в совершенстве знают арабский язык, персидский язык. Но а что делать дальше? Окончили медресе. Что делать? Не все же они могут работать в мечетях. И поэтому, естественно, вот Исмаил Бегаспринский эту проблему ставил. Человек очень мудрый, который изнутри знал, который был мэром вот города Бахчисарай. То есть это действительно величайшая фигура. Может быть, не богослов, но, по крайней мере, в российском исламском мире это величайшая фигура. Но возник вопрос, ну что должны делать мусульмане вот в условиях Российской империи, получив классическое исламское образование?
2, не зная в совершенстве арабский язык, что делать в Казани, в русском городе? Ты даже не можешь устроиться приказчиком в магазин, даже к себе, вот к мусульманам, потому что туда могут зайти русские, которые будут спрашивать на русском. Ты русского языка не знаешь, тебе и математику толком в медресе не преподавали. Ты изучал классические труды, арабский язык и так далее. Вот она возникла, вот вопрос джадидизм. Джадидизм, по сути дела, это попытка создания светской модели образования. У мусульман не было. И вот благодаря Исмаилу Бегаспринскому эта модель она была выстроена. То есть джадидская система образования, по сути дела, это почти светская система образования. Например, в медресе Буби из 22 предметов только 8 были светскими. 8! То есть, естественно, никто не ставил, может быть, задачу, чтобы дать им глубокие исламские знания. Потому что есть где получать. И, в общем-то, это в какой-то степени решило проблему получения светского образования. Это мы видим очень наглядно, вот, особенно вот к началу 20 века. Что? То есть, благодаря джадидской медресе мы не получили ни одного богослова. Ни одного богослова. Нет. Вот смотрите, вот Мухаммадия, где висит доска, кто окончил, там Накисамбад, там художники, поэты, писатели. Зато мы получили мусульманскую интеллигенцию. Это блестящая плеяда мусульманской интеллигенции, которая в начале 20 века в каждом городе открыли газеты, журналы. То есть они работали, было кому финансировать. Вот в Государственном доме появляется мусульманская вот фракция, создание партии Тифах аль-Муслимин, то есть мусульманская интеллигенция, она была подготовлена благодаря джадидской медресе. И поэтому, естественно, здесь что лучше, что хуже, вопрос это совершенно некорректный. То есть каждый выполнял свои функции. То есть академические медресе готовили богословов, религиозных деятелей, а джадидские медресе, в общем-то, готовили мусульманскую интеллигенцию. В общем-то, практически вот весь тюркский мир, это не только татары, башкиры, казахи, киргизы, все учились в татарских мадресе, практически все поэты, артисты, журналисты, художники. В революционный период они все учились в джадидской мадресе. То есть это огромнейшее вот значение. Чем дальше вот на юг и даже на Северный Кавказ, где меньше было джадидских мадресе, не говоря уже джадидизм, вот в Средней Азии появляется только после революции 17 года. Они его использовали некую... Но это было, хотя и после революции 17 года, это было мусульманское сообщество. Вот Бухара, Самарканд, и они использовали джадидскую систему, поскольку она не была полностью светская, как реформирование системы образования. То есть это было некое вот, медленное вхождение в систему светского образования. Вот с этой точки зрения, конечно, джадидизм – это огромнейшее благо. Хотя мы считаем себя академистами, мы должны быть в религиозной сфере, больше надо быть академистом, но тем не менее, вот джадидизм – это огромнейшая роль вот джадидов, выстраивания вот такой довольно гибкой модели мусульманского сообщества, особенно у татар. Чем меньше джадидизма, чем меньше было интеллигенции, больше духовенства. Вот у нас их было много, у татар. Рафик Павлович, будучи студентом, будучи преподавателем, потом позднее Исламского института, я очень часто от студентов воспринимал критику. Да? Зачем в Исламском институте нужна логика? Зачем в Исламском институте нужна философия? Зачем нужна история и так далее? Но, видимо, они как раз по этим предметам и отставали, поэтому и ругались. Вы сказали о том, что благодаря джадидизму мы получили, то есть уровень исламского образования, он стал на более высокой степени, да, приблизился к каким-то светским стандартам. Но в итоге, как мы видим, светского ничего не получилось из исламского образования. И по сей день. Так действительно, нужно ли все это? Нужно ли сейчас современных студентов исламских вузов перегружать религиозной философией или какими-то другими теологическими науками? Но да, вот дореволюционный джадидизм – это была незаконченная светская система. То есть, почему? Ну, образование же должно оно дать специальность. То есть ты выходишь из учебного заведения, тоже являешься, но после вот, окончания джадидской медресе кем они выходили? То есть это не мулла,
у него не хватает. Другого образования не могли для Российской империи, джадидские медресе, это конфессиональное учебное заведение. Поэтому вот революция 5-7 годов, кто на улице был со всеми вот революции, это студенты джадидских медресе, потому что они понимали, что они-то учатся, но образования нет, они хотят быть инженерами, юристами и так далее. Поэтому часть выезжала в Европе, они учились в Сорбонне. Ну, что касается вот этой модели, но проблема, я уже озвучил, проблема вот мусульманской интеллигенции, она существует. То есть это очень важно для общества, потому что когда мы говорим исламофобские настроения в обществе, когда мы говорим правильное понимание роли ислама, религии в обществе, но это в первую очередь религия. Духовенство, его сфера применения, его знаний все равно ограничена. Духовенство — это мечеть, духовенство — это выполнение религиозных обрядов, но интеллигенция, она должна быть. Вот, поэтому проблема воспитания, формирования, подготовки мусульманской интеллигенции — это очень важно. Это не только для мусульман, вообще для общества. Поэтому я считаю, все-таки вот Российский исламский институт — это больше джадидское учебное заведение, потому что мы готовим теологов, мы готовим вот лингвистов, но журналисты, в общем-то, это вот мы в первую очередь предполагаем, что это будущие представители мусульманской интеллигенции. Вот, то есть мы говорим, что люди, которые из этой сферы, они должны быть везде, они должны быть работать в банках, в школе и так далее, чтобы люди воочию видели на уровне и обыденного восприятия. Вот он мусульманин, с высшим образованием, он работает в банке, он прекрасный специалист. Чтобы они не абстрактно рассуждали, ах, мусульмане, они вот такие, они там воюют и так далее, все они маджахиды и так далее. Вот когда рядом, когда есть наглядный пример, что он мусульманин, что он ведет здоровый образ жизни, он интеллектуал и так далее. Естественно, у простых людей отношение к исламу и к мусульманам меняется в лучшую сторону. Это очень важно. Поэтому наличие мусульманской интеллигенции — это не только проблема, а вот ум — это проблема всего общества. Вот с этой точки зрения вот, традиционализм, подготовка религиозных деятелей, и джадидизм, подготовка мусульманской интеллигенции, я думаю, она актуальна. И поэтому сегодня, может быть, джадидизм, она более в совершенной форме, когда мы говорим, теолог все-таки он имеет диплом. То есть теолог, он может работать и в сфере вот, государственных структур. Например, наши выпускники в аппарате президента вот работают. Они могут работать в школе, они в других сферах. Но это тоже очень важно. Вот с этой точки зрения, да, проблема может быть не в таком же ракурсе в дореволюционный период. В общем-то, она в какой-то степени она есть. То есть мы говорим, вот есть у нас Казанский исламский университет, это классическое исламское образование, мы должны дать религиозных деятелей, то есть это должен быть академизм, здесь не должно быть никакого джадидизма, поскольку мы должны дать глубокие исламские знания. А вот когда мы говорим здесь РИИ, Российский исламский институт, теология, лингвистика и так далее, это в первую очередь интеллигенция. Вот, мне кажется, вот, ну, это очень гибкая и правильная модель готовить и религиозных деятелей, и мусульманскую интеллигенцию. Райф Хазрат, вот мне тоже хотелось бы от вас услышать такой комментарий. Вот вы сказали о том, что если мы посмотрим на выпускников джадидских мадресе, то это в основном деятели культуры, из них очень яркие появились, там, деятели искусств, там, художники, журналисты. То есть получается, что джадидские мадресе, они оформили такую вот светскую культуру татарского народа. Да, то есть и эту культуру тоже можно, например, с точки зрения ислама по-разному оценивать. То есть среди выпускников джадидских мадресе, среди там, учеников, возможно, этих людей, ну, с ними можно связывать некий такой отход совсем от ислама в сторону такой вот светскости, секулярности. Вот с этой точки зрения, что вы можете сказать о роли джадидизма? Ну да, вот академисты их-то в первую очередь из-за этого и критиковали, что джадидизм, по сути дела, это выход за пределы традиционных исламских ценностей. Ну, наверное, да, вот если в медресе из 22 только 8 предметов исламских, в общем-то, у них формирование мировоззрения было немного в другом ракурсе. Да, вот среди
Вот, может быть, это минус, может быть, татарское мусульманское сообщество, чем кавказское и так далее, среднеазиатское, больше было подвержено к другим веяниям. Может быть, оно быстрее перешло. Но, может быть, только причина не в джадидах и новым ценностям. И здесь появились и большевики, вот нигде их и не было у татар, появились и большевики, но среди них в основном вот большевики были, но они были выпускниками, в первую очередь, здесь в Казани была Казанская татарская учительская школа. То есть империя, в общем-то, создавала для того, чтобы вот мусульман отвлечь, может быть, своих традиционных ценностей, вот эти школы. А учительские школы, она была уфимская, казанская, вот выпускники, то есть задачу, значит, они выполнили. Гафур Кулахметов, Хусейн Ямашев, это татарские большевики, они даже издавали свою газету, журнал «Урал» назывался газета. В общем-то, они были выпускниками вот этих учительских школ. То есть задача, она где-то была выполнена, их от религиозных ценностей, в общем-то, отодвинули, они перешли. Вот с этой точки зрения, конечно, джадидизм здесь совершенно справедливая критика. Здесь, ну, светскости было много. Возможно, вот когда уже после революции 17 года, когда начинается уже вот переход к новой власти, возможно, вот, потеря традиционных ценностей у татар происходила быстрее. Но, может быть, здесь и другая причина, поскольку это центральная Россия. В первую очередь именно здесь были уничтожены и мечети, и духовенство. Например, на Кавказе это происходило медленно, может быть, но в горах там сохранились и худжры, там и богословы, поэтому у них традиции не были прерваны. Это мы видим, например, уже исламское образование, у них где-то есть преимущество. Потому что за год советской власти эти традиции, как у татар, у них не были прерваны. У нас они были прерваны. Вот, но это может быть не только вот, заслуга джадидов сыграла, но татары всегда же были на виду. Татарский фактор всегда был такой настораживающий, начиная с Золотой Орды уже, и потом все время это татар вспоминали, но хорошим словом где-то, нехорошим словом. Хорошим, например, во времена Екатерины II татары использовали, ну, толмач переводчиками, то есть татары использовали как некий мостик выстраивания отношений с мусульманским миром, ну, с другой стороны, ну и так далее. То есть, вот, конечно, вот джадидизм свои минусы, безусловно, были с точки зрения потери традиционных религиозных ценностей. Ну и в этой связи, наверное, хочется, Раиф Хазрат, так, может быть, по завершению уже нашей с вами встречи, спросить все-таки, а где же, ну, вот особенно в современных условиях нам в рамках, ну, больше, наверное, вам в рамках традиционного религиозного образования найти вот этот баланс между там, светскостью и секулярностью и там, традиционным классическим мусульманским образованием? Ну да, вот эта проблема, она есть. Вопрос социализации. Вот мы тоже говорим, вот я в свое время вот, в Болгарской академии был ректором, то есть тоже, в общем-то, вот, принимал самое активное участие в выстраивании модели религиозного образования высшего звена, вот Болгарская академия. Но я был сторонником классического исламского образования. То есть я считал, что задачу поставил президент Российской Федерации, он конкурентоспособный вуз. Какой вот конкурентоспособный вуз? Когда мы говорим джадидизм это все-таки внутренний продукт. То есть джадидизм, ну и теология тоже это внутренний продукт. То есть это для того, это очень важно, но для решения внутрироссийских своих проблем. Но с ними выйти вот за пределы исламский мир и что? Туда можно выйти, вот Шабудин Маржани, там глубокими исламскими исследованиями, то есть уровня Шабудина Маржани, Курсави, Утазимани и так далее. И поэтому конкурентоспособный вуз, он сегодня может быть только вот такой вот, на классических исламских традициях. Но вот мы действительно так и делали, изучали опыт крупнейших зарубежных учебных заведений, Аль-Азгар, вот в Сирии, Дамасский исламский университет, ну, Сауди, Малайзия и так далее, все вот какие вузы крупнейшие есть, опыт мы изучали, и стандарт мы разработали. Кстати, наши стандарты бакалавриат, магистратуры во всем мире сегодня признают.
То есть любое зарубежное учебное заведение, изучая наш стандарт, они говорят, хороший стандарт выпускников, если они соответствуют этому стандарту по уровню знаний, мы их берем. То есть вот с Эмиратами сейчас мы начали работать, они нашу программу признают. Но вопрос в другом. То есть можно сколько угодно вот, получать глубокие исламские знания, вопрос социализации. Вот есть ли инструмент их вот, передачи, использования, и вообще вот, держать вот, в булгар только для того, чтобы готовить ну, религиозных деятелей. Тоже ведь вопрос. Сфера применения их надо расширять. Поэтому сегодня единственный выход – это вот параллельно получать религиозное и светское образование. В данном случае мы говорим о теологии. То есть вопрос социализация. Вот мы ну, давно знакомы, общаемся с муфтием Дагестана. Ахмад Хаджи, он тоже прекрасно понимает, он говорит, вот вопрос социализации для них очень актуальный. То есть они вот худжах, начиная уже с детских времен, учат, заучивают книги, но инструмент передачи этих знаний за пределами мечети, даже не то, что за пределами мечети, за пределами своих там 5-6 своих учеников, нет. То есть вот ты имеешь глубокие исламские знания, и что дальше? Вот вопрос социализации, чтобы выпускники Болгарской исламской академии, ну не только Болгарской, в данном случае наши выпускники, они должны быть востребованы в других сферах. Но для этого пока у нас правовых, юридических возможностей нет, за исключением вот получения параллельных знаний, религиозный вуз и параллельно можно, ну, лингвистам, теологии и так далее. Вот вопрос социализации очень важно. Ну, это, ну, можно сказать, у татар может быть проблема социализации слишком много, религиозное образование меньше, Кавказ там религиозное образование много, социализации нет. То есть мы сейчас должны, может быть, больше восполнить вот сейчас глубокими исламскими знаниями. Нам социализацию пройти, ну, татарам, может быть, в Центральной России где-то легче будет. Райф Хазрат, большое вам спасибо. Действительно, очень получилась содержательная с вами беседа. Очень вас благодарим, что вы нашли вообще время к нам прийти. Ну что ж, дорогие телезрители, на сегодня наш выпуск подкаста подошел к концу. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи та'аля ва баракатух.